Ковидное отделение Назранской районной больницы председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поступил в состоянии средней тяжести здоровья с положительным тестом на коронавирус. Врачи сразу начали оказывать пациенту необходимую помощь. Владимир Сластенин отмечает, чувствовал себя плохо, была высокая температура и кашель. Свое здоровье он полностью доверил врачам. Не раз лично посещал медицинские учреждения региона и знает, как самоотверженно ингушские медики борются с ковид. Госпитализация и последующая терапия помогли ему выйти из кризисного состояния. До обеда 3 системы ставили, после обеда антибиотики кололи, уколы. Поэтому такая серьезная, как это сказать, терапия была. Вот. Очень хорошая больница, порядок, чистота. Это главврач Аташкиева у нас, Зарема Ахмедовна. Поэтому, не побоюсь сказать, что это одна из ведущих клиник нашей республики в борьбе с ковидом. У пациента были все лабораторные признаки новой коронавирусной инфекции. Поражение легких на КТ-исследовании показало 25%. Состояние ухудшалось, все показатели повышены. Врачи приняли решение начать срочное лечение. Для коронавирусной инфекции вообще характерно очень быстрое развитие процесса. То есть если на начало заболевания, именно в тот момент, когда мы ему провели диагностику, процент поражения был 1, то в ходе заболевания состояние ухудшается за счет того, что все больше и больше легочной ткани вовлекается в процесс поражения. Поэтому нужна своевременная госпитализация и обязательно важно начало адекватной терапии. У него развилось осложнение в виде дыхательной недостаточности, так называемый цитокиновый шторм. Стал нарастать С-реактивный белок. Несмотря на то, что все меры принимались, мы очень переживали, честно говоря. Больной был на кислороде, то есть на канюлях высокопоточная подача кислорода была. Вот. Но вышли из ситуации, стабилизировали и выписали в удовлетворительном состоянии. Лечить коронавирусных больных Назрановской районной больнице позволяет медикам современное оснащение. Необходимую терапию здесь получают по системе профилактика и диагностика новой коронавирусной инфекции версия 9. Именно такую терапию получал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Не было необходимости в иногороднем лечении, то есть на базе Назранской районной больницы мы можем оказать квалифицированную помощь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией средней степени тяжести в тяжелом состоянии. В нашей больнице есть все необходимое оборудование для проведения диагностики. Это и рентген-оборудование, и стационарный новый аппарат, и переносной аппарат для рентген-обследования пациентов, которые не транспортабельны, например, в реанимационном отделении находятся. КТ-обследование на базе ГБУ НРБ мы можем провести как амбулаторных пациентов, так и стационарных пациентов. Также имеется бронхоскоп, УЗИ оборудование, клиническая лаборатория. Владимир Сластенин, обращаясь к жителям республики, отмечает, болезнь коварная, и чтобы спасти свое здоровье, необходимо соблюдать меры предосторожности. Все предписания, которые приняты в указе главы республики, это и маски, это и дистанция, расстояние, и люди, особенно старше 65 лет, мы их просим, там в указе указано, что они ограниченно не должны ходить. Особенно люди, у которых есть профессиональные заболевания, диабет, онкология. Эта болезнь, она как катализатор, она ускоряет то, что у человека болит. Вот что она производит. Она именно бьет в те узкие места, в те вещи, где происходит болезнь у человека. Она не жалеет ни молодых, ни старых, ни юношей, ни девушек, ни женщин. То есть тут без разбора. Поэтому, вот, наверное, как можно сейчас меньше контактов. Сегодня в Назранской районной больнице лечится 205 пациентов. Из них 10 в тяжелом состоянии в реанимации. Специалисты отмечают, что коронавирус сейчас намного опаснее. Это тяжелее, чем в первую волну. Больные тяжелее поддаются лечению. Объемы поражения легких больше. На глазах тяжелеют. Очень много тромбоэмболий, очень много тромбозов. Вот. И все равно наше население очень спокойно относится к этому заболеванию почему-то. Я бы хотела сказать, что элементарно хотя бы соблюдать масочный режим и беречь своих родных и близких в первую очередь, да, потому что у нас очень много пациентов с сопутствующей патологией: сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.
Председатель правительства поправляется дома, а врачи неустанно повторяют, коронавирус требует своевременного лечения. Поэтому, если у вас признаки ковид, звоните на горячую линию по номеру 122. Рина Сычоева, Майрбек Миржоев. Новости 24.